Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас слышать, присутствующих на нашем вебинаре, посвященном новомученикам и исповедникам земли Коми просиявшим. В вебинаре рассматриваются следующие вопросы. Ой, ничего себе. Так, это я наконец сразу. Следующие вопросы. Духовный потенциал подвига новомучеников для воспитания личностных качеств обучающихся. Педагогический потенциал изучения жизненного подвига новомучеников в рамках предметных областей основы религиозных культур светской этики и основы духовно-нравственной культуры народа в России. Обзор дидактических средств для проведения занятий во внеурочной деятельности. Отец Максим Стыров, известный священник Сыктывкарской епархии, представляет нам отдел религиозного образования и катехизации Сыктывкарской епархии. И я, Тамара Александровна, методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности, проведем этот вебинар. Очень приятно вас видеть, отец Максим, в нашем институте. И у меня к вам такой вопрос. Отец Максим, вот по стране только что прокатились марши протеста нашей молодежи. Из новостной ленты я узнала, что в 2021 году наставниками детей в музыкальной программе «Голос и дети» станут Василий Вакуленко-Баста, Егор Крид и Светлана Лобода. Похоже, руководство медиасферы не делает никаких выводов из произошедшего. Более того, теперь звезды, которые развращали наших детей на концертах, выступают в роли наставников популярного у молодежи проекта. Почему я так говорю? Я говорю не голословно, поскольку из заключения Роспотребнадзора я нашла такую информацию. В частности, о Егоре Булаткине или Егоре Крида, это его псевдоним. Вот. Свою карьеру он начинал совместно с продюсерской компанией Black Star Inc. И вот в этом заключении Роспотребнадзора говорится о том, что в его песнях содержится ненормативная лексика, призывы к насилию и прочие такие вот негативные действия. Кроме того, по мнению специалистов, популярные исполнители разрушают Россию и русский язык. Так вот, скажите, пожалуйста, а новомученики, за что их мучили, расстреливали? И зачем нам нужно знать жизнь и судьбу этих исповедников и мучеников? Слово «мученик» в нашем языке звучит для человека, который привык к земному благополучию и комфорту, оно звучит как бы немножко отталкивающе, потому что оно связано со страданиями. А вот в греческом языке мученик – это мартериус, то есть это свидетель. Свидетель – это тот, кто может о чем-то рассказать. Вот он видел некий факт, некую реальность. И вот мученик – это человек, который своей жизнью и своей смертью, он свидетельствует о том, что есть жизнь, которая дороже нашей земной жизни. Что есть любовь семейная, любовь как дружба, любовь к родине, любовь к культуре, любовь к Богу, естественно, которая выше плотской любви. Он свидетельствует о том, что есть блага духовные, которые нельзя купить за деньги, которые дороже, чем всякие вещи и всякие финансовые активы. Вот он об этом свидетельствует. Поэтому в нашей земле, Коми, 40 человек, прославленные в лике святых, как новомученики, исповедники, они таким дружным, сорокоголосым хором свидетельствуют нам об этом, о том, что не надо гоняться за нынешним миражом, что есть другая настоящая жизнь. Ну, нам бы сейчас хотелось узнать вот с вашего выступления, что вы нам приготовили, поскольку мы 5 февраля праздновали День новомучеников и исповедников в земле российской просиявших.
А вот 11 февраля, да, то есть предстоит нам еще этот день праздновать, мы почитаем память новомучеников в земле Коми просиявших. Мгм. Да, уточню немножко. 11 февраля мы празднуем собор Коми святых. То есть это все наши Коми святые, это 44 имени, из них 4 это святители, просветители, миссионеры. Это Стефан Пермский и 3 его последователи, Герасим, Петерим и Иона. Из них, из 4, 2 также окончили свою жизнь мученически. Это Герасим, святитель Герасим и святитель Петерим, это 15 век. Вот. А все остальные – это святые 20 века. Большая часть их окончила жизнь в 1937 году, вот, и в некоторые другие годы тоже они есть. Вот. Мы, конечно, считаем совершенно необходимым каждому человеку, уважающему себя, свой народ, свою землю, свою родину, свою веру, познакомиться с жизнью этих людей. Потому что вот наша культура, которую мы воспринимаем через музыку, через литературу, через архитектуру, через живопись, через неписанные нормы, правила, традиции, обычаи семейного поведения и так далее, она, естественно, идет из веры во Христа. Потому что Русь 1000 лет назад, приняв веру во Христа, она всю свою жизнь она строила вокруг этой веры. Поэтому нам нужно знать, нам нужно понимать то, что вот эти люди, о которых мы сейчас говорим, что это были люди не слепые, они не были фанатиками в том негативном смысле слова, как оно сейчас произносится, потому что они как раз и были зрячими. Это были люди часто многодетные, с неплохим общественным положением, заметные, высокообразованные, обладающие обширными родственными связями. Но почему же они на это шли? Вот имея возможность снять с себя сан, как вот обычный человек увольняется с работы, написал заявление и через 2 недели свободен. То есть имея такую возможность, но они же этого не сделали. Они это не сделали, не отреклись от своей веры. Поэтому мы вот обращаемся к вам, дорогие педагоги, учителя, чтобы вы, пользуясь возможностями системы образования, классными часами, чтобы вы постарались вот до наших учеников, школьников донести и веру, и информацию об этих людях. И не просто донести, а чтобы вы их постарались как-то вот заинтересовать, увлечь, чтобы они почувствовали это, чтобы они хотя бы знали, что в истории нашей страны был период, когда за веру физически убивали, сажали в тюрьму, отправляли в ссылку, лишали состояния, разлучались с семьей. Что он был? Потому что в истории это не очень подробно изучается. Вот. Что во многих селах наших, вы слышите сейчас Пыб, Кирчомья, Гам, Вильгард, Усть-Вым, Ижма, Бакур, Мошьюга. То есть вот на нашей родной земле были люди, которые ныне предстоят за нас на небесах. Очень многие, кто прочитал потом эти наши статьи, наработки, они удивлялись, говорят, надо же, а мы не знали, что, оказывается, наши земляки, вот, они тоже сонные святые. И вот перед нами стоит вопрос, а как к этому подойти? Вот как увлечь детей, как их заинтересовать? Конечно, самый простой способ. Я буду помогать, мне говорить? Да, я скажу. Это просто раздать каждому, скажем, по имени из учеников, попросить подготовить выступление, доклад, кто пожелает, конечно, это без принуждения, потому что вопросы веры не могут быть по принуждению. Вот они расскажут, и это уже будет неплохо. Это будет лучше, чем просто им рассказать, потому что расскажи мне, и я забуду, как говорит педагогическая мудрость. Вот, если они сделают сами, это будет уже лучше. Но мы подошли еще таким образом. Несколько лет назад вот мы готовили исследовательский материал по просьбе Национальной библиотеки о наших святых. И мы постарались вот с Денисом Аксузяном, его имя здесь тоже представлено в этой презентации, вот в каждом человеке постараться увидеть вот какой-то аспект нашей жизни, который был ему наиболее присущ. Вот то, за что сегодня идет борьба, вот что сегодня актуально. И постараться его высветить, а о нем сказать кратко. Это опубликовано в статье. Вот. И я думаю, что вот такой подход, когда ребята вроде говорят о наших проблемах современных, скажем, о чистоте речи,
о здоровье, о патриотизме, да, актуальная тема, можно о ней порассуждать, но они смотрят на нее через призму вот нашего земляка из недавнего прошлого. Таким образом, он сам им становится ближе, роднее, дороже, запоминается. Вот. И поработав таким образом с ними, я даже сам иногда вот так ориентируюсь в том или ином вопросе, думаю, а вот надо же, а вот он бы вот поступил в данном случае каким-то образом. Да? Давайте попробуем на примере разобрать. В начале презентации тут будет несколько слайдов о том, что такое вообще святость, как происходит канонизация, что такое соборы святых, когда они появились, с этим можно познакомиться. Но это как информация тоже очень важна для учащихся, чтобы они понимали, что откуда вообще появился этот праздник. Хорошо, ну тогда кратко скажем, да, что канонизация происходит от слова канон, то есть правило, образец. Да? Сейчас пускай тогда на этом слайде будет. Она производится церковью, но мы верим, что церковь управляется самим Богом, что Христос глава церкви. Поэтому, по сути дела, Бог через людей свидетельствует о том, что в Его небесном царстве те или иные личности, они сияют, что они близки особо к Нему. Как правило, это или подвижническая жизнь строго, или чудеса, или, может быть, нетление мощей, не обязательно, но в том числе народное почитание. И вот один из аспектов – это мученическая кончина за веру во Христа. То есть большинство наших святых – это именно благодаря данному пункту вошли в собор. Да, давайте дальше полеснем. Ну вот новомученики, они ведь у нас, в общем-то, не прошли вот эту... Есть такой критерий, насколько я знаю, был такой критерий, что в течение там 100 лет необходимо подождать, пока еще... Нет, 100 такой цифры нет. Вообще у нас этой цифры жестко определенно нет. Да, у нас есть святые, которые и в 60-х годах еще жили, то есть это может быть и 40, и 50 лет. Жестко не определено, но большинство из них было прославлено на соборе Русской Православной Церкви в 2000 и 2001 году. То есть вот это основные критерии канонизации. Да. И процесс канонизации, он поныне продолжается, то есть он идет и постоянно, вот каждый год наш календарь богослужебный, наши святцы, они пополняются новыми именами. По мере изучения, и жизнедеятельности. Я хочу обратить ваше внимание, что у нас почти каждый день в нашем календаре есть память тех или иных святых. И можно рассматривать не только именно вот коми, исповедников, да, всего у нас в России около 2000 новомучеников. Новомученики – это значит мученики 20 века и в Вятской земле, и в Архангельской земле, то есть и соседние с нами области, которые тоже нам не безинтересны. И просто выдающиеся личности, которые, как патриарх Тихон или митрополит Агафангел, которые... Наверное, нет уголка, где бы не был мученик, который пролил кровь свою. Да. Поэтому можно так широко брать. И хорошо, если удастся приурочить это к 11 февраля этого года или следующего, но, в принципе, это можно сделать и в сентябре. Кстати, у нас основная череда Дней памяти выпадает именно в сентябре. И в любое время года. То есть как вот вы познакомитесь, пускай это будет какая-то стартовая, отправная точка. Практически каждый месяц есть дата памяти кого-то и даже из наших. Ну, вот я дальше буду говорить о программе, которую можно рекомендовать для вот этих предметных областей. И, в принципе, можно выстраивать вот эту программу, да, что-то в сентябре провести, что-то там распределять на целый год, в феврале, ну и так дальше. Хорошо. Вот если листаем, да? Вот здесь описан процесс канонизации, то есть это факты, чудеса, народное почитание, историческое значение, происходит сбор этих материалов, комиссия есть по канонизации, она принимает решение, потом оно утверждается собором, и, наконец, уже происходит на богослужение, происходит торжественное прославление святого. Вот пишется ему икона, богослужебные тексты в честь него. Вот так вот церковь, она осуществляет вот это вот дело Божье. Да? Потому что сам Господь говорит, что Священное Писание говорит, что хвалите Бога во святых Его. Святые для нас это такие более близкие к нам люди, которые нам показывают, а как надо жить. Вот как надо жить, чтобы они на самом деле близкие. Вот когда я первый раз побывала в Москве в Покровском монастыре и увидела огромное количество людей, и все с розами, с цветами идут к матушке-матронушке, то понятно, что ведь они идут по живой вере, то есть, видимо, она откликается так, что у каждого в своей судьбе она сыграла какую-то роль, и поэтому люди выстаивают по 3-4 часа, чтобы попасть к ее мощам. И получают, надо сказать. Получают, получают помощь. И я вот считаю, что и в моей семье тоже такое чудо было, поэтому это действительно очень значимо для людей верующих прежде всего.
А вот здесь указаны чины святых, то есть это тоже ребятам не бесполезно узнать, что их у нас несколько. Они находятся в определенной иерархии последовательности. Это ветхозаветные пророки, праотцы, апостолы, святители, то есть святые епископы, архиереи, равноапостольные, к которым относится Стефан наш Великопермский, а это мученики, среди которых выделяются великомученики, священномученики, преподобномученики, то есть монахи, ставшие мученики, страстотерпцы, преподобные, это монахи-подвижники, праведные, их не так много, но они тоже есть, благоверные князья, то есть которые прославились именно подвигом управления народом или военных подвигов, вот, и блаженные или юродивые. Такие вот чины святых у нас выделяются. Святые многие соединяются в определенные соборы. Вот это с давних времен уже идет тенденция, потому что есть и собор святых апостолов. То есть это люди, которые с чем-то общим соединены. Ну, апостолы, понятно, да, ближайшие ученики Христовы, 20 тысяч мучеников никомедийских, мученики севастийские, трое святителей Иоанн Златоуст, Григорий Богослов и Василий Великий и так далее. Вот. Но в нашей русской церкви с 16 века пошла эта традиция, вот, и расцвела она уже в 80-х, в 90-х годах, вот, и увенчалась потом уже прославлением новомучеников, исповедников. И сейчас практически каждая земля, практически каждый регион России, каждая епархия имеет, так сказать, свой собор святых. Вот, более 50 уже у нас. Вот и дальше давайте полистаем. Это икона Стефана Пермского. Ну, я думаю, это отдельная тема. С ней она и так входит в школьную программу. Безусловно, он имеет огромное значение для нас культурное. Он включил нашу землю, тогда еще не письменный народ, включил в русскую цивилизацию. Вот он принес письменность, не принес, а помог создать коми-народу письменность. Вот, и коми-народ – это первый народ, который вошел в русскую церковь среди нерусских народов. Почему здесь икона Святой Троицы? Потому что это таинство любви, божественной любви, такое неслиянное единство, которое осуществляется в данном случае в нашей стране. Это очень важно, кстати. Вот в мирном сосуществовании разных народов. А наш народ с русским даже не одной языковой группы. Но тем не менее он уже вот 600 лет мирно существует, без всяких войн и таких ярких конфликтов, живет вместе. Все по промыслу Божьему, конечно, да. Кстати, вот пример терпения, смирения, да, служения друг другу. Вот. Поэтому даже если, тоже, кстати, прекрасный повод для бесед с ребятами, что даже если тебе что-то не нравится в окружающей жизни, естественно, жизнь всегда несовершенна, так ты ее сам меняй к лучшему. Ты не бунтуй, ты не ломай, ты не митингуй. А что ты можешь сделать? Да? Потерпи. А ты разве без греха? Знаете, даже вот задать вопрос. А кто вот, вы кого-то осуждаете, против кого-то выступаете, а кто из вас, вот кто может поднять руку, допустим, в классе, встать и сказать, а я вот никогда в жизни не списывал, вот ни разу. А я вот никогда не произнес матерного слова, вот ни одного, и никогда не соврал. Поэтому я могу судить. Нет же таких. Нет, поэтому не судите и не будете судить. Вот. 1937 год в истории нашей страны – это год большого террора, когда люди уничтожались просто по плану, просто по спискам. В каждый регион спускались цифры, я собственными глазами видел эти документы. Вот, устанавливалась цифра, сколько людей надо арестовать, сколько надо расстрелять. План выполнялся, иногда просили дополнительные цифры. Вот. И дела шли просто конвейером, то есть люди, которые маломальски подходили под статью контрреволюция, государственной измене, им просто пришивали эти дела практически без суда и следствия, то есть очень формальное было дело производства, их вывозили в лес, расстреливали и ставили галочки, чтобы поскорее отчитаться выполненным правом. Страшно, но это наша история, и надо ее признать, ее надо знать. И надо понимать, к чему может привести жизнь без Бога. Ведь это 1937 год – это логичное продолжение 17-го, когда открытое объявление богоборчества, оно приводит вот к такой бесчеловечности, а логичным продолжением 1937 года является 41-й. Потому что Бог не может терпеть зло. А когда зло происходит, Господь его рано или поздно наказывает, останавливает, пресекает и так далее. В том числе Он попускает иногда и другое зло. Ну, в данном случае вот фашизм, да, который протрезвил народ, который помог людям открыть глаза, и мы знаем, да, что остановились гонения на церковь, что стали открываться храмы, и что из ссылок стали возвращаться очень многие. Да, все по Божьему промыслу, конечно.
Несколько строчек из Священного Писания, я думаю, они должны прозвучать в этой беседе, потому что основанием для мученичества и исповедничества является, конечно, заповедь самого Христа, что тот, кто исповедует Его перед людьми, тот и сам будет признан им перед ангелами Божьими. Вот он предупреждал, что будут гонения, он предупреждал, что и меня самого будут гнать, и меня гнали, и вас будут гнать. Но замечательные строчки из послания к римлянам апостола Павла, которые говорят о любви, что никто, ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни будущее, никакое творение не может нас отлучить от любви Божьей. Так может говорить только человек, который переживал эту любовь, который знает, что есть такая любовь, которая сильнее смерти. Поэтому и апостол Павел сам претерпел мученическую кончину. И тогда мы и понимаем, почему и другие тоже. Они познали уже в жизни. Только человек, познавший, может так пойти сказать, на такой подвиг. А так выглядит Сыктывкарская тюрьма, она находится практически в центре города. Вот, она и ныне существует, и практически в таком же виде. Вот, для широкого круга она недоступна, но вот камера выглядит примерно так, таким вот образом. Такие полуподвальные помещения. Вот. Дальше двигаемся. Кстати, я должен пояснить, что мученик – это человек, который был убит за веру, а исповедник – это человек, который претерпел сильные страдания, гонения за веру, но все же умер естественной смертью, от болезней, допустим, или от старости. Вот. Но во время гонений он твердо, мужественно исповедовал веру, то есть открыто признавал себя таковым христианином. Мы разделили на несколько блоков информацию о наших святых. Напомню, именно вот мы попытались в каждом увидеть один из аспектов современной жизни. Первое направление – это образование, просвещение. Пожалуйста. Да. Святитель Герман Ряшенцев. Умнейший, образованнейший, интеллигентный человек, богослов. И он, вот если почитать его письма, его проповеди, он говорит о тонком понятии, в котором сегодня, пожалуй, немногие разбираются, о понятии свободы. О понятии свободы. О том, что мы ведь часто сегодня даже детям в школах доносим понятие свободы как право что-то делать. Да? Но о том, что настоящая свобода – это свобода от греха, это возможность что-то не делать, это возможность от чего-то отказываться. И надо быть свободным для труда, для любви, для служения. Вот, поэтому не посвящайся по греху. Вот, я думаю, что его личность – прекрасный повод для разговора об этом глубоком, важном понятии. Я вот еще поясню. Значит, на сайте Свято-Тихоновского православного богословского университета сейчас появилась книга, новое издание, как раз вот воспоминания, вернее, переписка святителя Германа с его духовными чадами, поскольку он же ведь был рукоположен прямо вот как раз в год гонений уже начавшийся, да? По-моему, чуть раньше. Чуть раньше, на год, может быть, раньше. Вот, и как таковых, своих каких-то книг он не успел, потому что это проповеди и письма. Да, он был уже в гонениях, и он уже не мог это оформлять и записывать. Вот, поэтому сохранились в основном проповеди, переписка. И вот эта книга издана. И кроме того, значит, есть доклад, приезжала к нам одна из научных исследовательниц, Воробьева Анна, по-моему, из этого университета, и сохранился ее доклад. Вот я это все выложу на сайте, вот я сейчас коллегам говорю, да, что кто заинтересовался, потому что действительно потрясающие его письма, настолько они глубокие, настолько вот чувствуется в них радость. То есть он просто был ориентирован на любовь каждому, кто к нему приходил. Да. Настолько был любвеобильный батюшка, хотя вот подвигался нещадным гонением. И сам слог, вот, уважаемые учителя, литераторы, обратите внимание, прекрасные тексты для анализа, для знакомства с эпистолярным жанром того времени, благородные, довольно витиеватые выражения мыслей, и вместе с тем простое и доступное. Можно взять как образец для анализа. Да, и можно писать какие-то там изложения, сочинения. Сочинения, изложения, эссе. Дальше идем, да? Иерей Иоанн Попов служил в Ашкуре, в Керчоме, учитель, лектор народных чтений. Вот тогда образование было немыслимо без закона Божьего. Сегодня даже у нас называется Министерство просвещения. Повод для разговора, что такое свет. Вот мы же часто очень пользуемся этим понятием: светлый человек, светлый день, светлые воспоминания, да, мрачное время.
То есть есть свет незримый, нетварный, и истинный свет – это не столько познание, сколько просвещение сердца, сколько способность любить, способность себя отдавать. Естественно, этот свет может сиять только в чистоте, потому что грязное, тусклое стекло, естественно, поглощает свет, не дает ему пройти. Также и свет Божий может жить только в чистом сердце. Целая тема для нас открывается. Да. Потому что житие, я хочу пояснить, что сама жизнь, она довольно похожа у большинства людей. То есть это, как правило, усердное такое ревностное служение, добросовестное, да, на своем поприще, арест, допрос, иногда неоднократный, приговор, расстрел. Я отвечаю на вопросы параллельно. Можно еще вот следующий слайд. Дальше. Вот. Одна из самых больных наших тем в системе образования, да и вообще в общественной жизни, тема слова, чистоты слова, матерной брани. Более 60% населения пользуются ею. Иерей Стефан Ермолин был в свое время красноармейцем, то есть он служил в армии. А мы знаем и поныне, и тогда еще вот какая матерщина в армии царит и вообще в правоохранительных органах. Но для каждого верующего человека, особенно для священника, слово – это Божий дар. Потому что слово можно убить, слово можно спасти. Словом открываются небеса. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. От избытка сердца глаголят уста. За каждое слово даст человек ответ в день суда. Поэтому, глядя на него, мы можем поговорить об этом, о важности слова, о том, что и исповедь, проповедь, и заповедь – это ведь все слова. И словом мы и каемся, и просим, и благодарим, и славим. Слова – это наши отношения, слова – это творение, слова – это наши отношения с окружающим миром, с природой. Разговор о слове бесконечен, потому что слово – это любовь, слово – это жизнь. Да, действительно, это очень все глубоко. Михаил Ярогодский не священник, псаломщик, мирянин. Вот в его жизни почему-то момент красоты особенно выделяется. Даже видно, сохранилась его фотография, такой действительно красивый, лучистый человек. Как фамилия еще? Да. Редкая, да, Ярогодский. Сейчас, кстати, церковные фамилии дореволюционные сейчас вообще стали редкостью, потому что большинство как раз людей духовного слоя, они были просто физически уничтожены. Да. Такие, как, например, Кедро-Ливанский, Фиолетов, Бриллиантов. Это уже почти музейная редкость. Вот Попов только, но просто их было так много, что остались люди. И даже односельчане вспоминают из села Вашгород, что семья красивая, жена красивая, дети красивые, дом красивый. Вот эта вот красота. А посмотрите на наши улицы. Мы как далеко шагнули в прогрессе, в экономике, а стали ли наши города красивее? Взгляните на дореволюционные здания. Серые, однотипные. Да. Вроде бы богаче, а наоборот не красоте. Дореволюционное здание украшает наш город. Что такое красота? Где она берет свой источник? Почему мы, когда говорим о красоте, любуемся вот первозданной природой? А разве это могло появиться само собой? Разве вообще само по себе что-то может вот появиться? Даже вот в нашем мире все, что мы создаем, это ведь кем-то создано. Вот разговор о красоте, о нашей ответственности за эту красоту, способности творить ее, беречь и приумножать. Да, действительно, это многого стоит. Иерей Палладий Попов из Ижевского района учился изначально на врача, а потом поменял, так сказать, свою специальность, стал священником. И кто-то, может, упрекнет, скажет, больше бы людям пользы приносил. Но, конечно, мы с этим не согласимся, потому что он исцелял людей духовно. А это влечет за собой физическое исцеление. Можно обратить внимание, что в Евангелии вот больше всего чудес описано, это чудеса исцеления. То есть Господь прощал грехи. А грех, как говорит Иоанн Златоуст, память которого совершается сегодня в день перенесения святых мощей, грех, он всегда ведет к болезни. Хоть это личный грех, хоть это наследственный грех. Поэтому прощение греха, поворот от зла к правде, к добру, он и ведет за собой, в том числе и укрепление тела. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Сейчас вот врачи дискуссируют по поводу вакцинации и вот этого ковида. И есть такие данные, что, оказывается, вот в 90-е годы, когда началась перестройка,
губительно для нашей страны. У людей было такое уныние, и вот как раз статистика показывает, особенно медицинская, что очень был большой взлет смертей, Да. и смертей именно вот от всяких инфекционных заболеваний. Да. И сейчас вот врачи говорят, что от того, что было, говорит, духовное падение, то есть уныние у людей, Да. и уныние уменьшало вот как раз сопротивляемость организма. Это безусловно. И это вызывало вот эти массовые заболевания и смерти. Это каждый человек может заметить по себе, каждый человек. Вот чуть поленился, чуть посидел, чуть обиделся, там, разозлился, тут же начинает болеть желудок, тут же расслабляются мышцы. И вот говорят, что вот сейчас вот смертность от ковида высокая. На самом деле она не от ковида высокая, а вот от того, что народ сейчас унывает от этого ковида. То есть бывает и страхи, боится этой болезни. Хотя, опять же, многие вирусологи говорят, что на самом деле вот смертность, она не позволяет говорить, что это какая-то пандемия, потому что пандемия, она бывает гораздо больше высокой смертностью. То есть на самом деле это именно вот то духовное состояние, в котором ты находишься. Поэтому все очень правильно. Отец Иерей Палладий понимал, что духовное состояние человека, оно определяет его здравие. Да, оно первично. Его здравие, оно первично. Молитва, пост как воздержание, да? Радость общения с Богом, радость общения друг с другом, радость от Слова Божия, да? Она ведь сразу, даже вот чувствуешь себе, то есть даже гормональный фон меняется. И не зря же говорят, прыгать от радости, да, идти, как будто крылья выросли за спиной. То есть это соматически выражается на теле, на физическом. Ну и вот и говорят же, кто хочет умереть, он и умирает, а кто хочет жить, он будет жить. Да. Я думаю, что это во многом справедливо. Вот видите, как мы затронули сразу такой обширный материал для разговора о здоровом образе жизни, о соотношении духовного, физического здоровья. Да, и главное, что это вот духовная, опять же, вот такая черта, вот, это я тоже буду обсуждать в своем выступлении, это тогда, когда люди направлены на других, не на себя, а на других. Конечно. То есть доминанта другого, она позволяет человеку как раз выживать в самой сложной жизненной ситуации. Да. И так дальше, да? Следующая тема как раз, вот я думаю, что очень своевременная, это вопрос о власти. Что такое власть и вопрос о верности дальше перелистнем. Иерей Дмитрий Спасский, один из первых, кстати, убитых, именно из-за того, что он объявил, заявившихся тогда в его село в Уснем, красноармейцев, которые не красноармейцев, а революционеров, которые еще, по сути дела, не были легитимной властью, они просто были узурпаторами. Вот. Но они заявились и сказали, что новая власть. Хорошо. Но новая власть что она должна делать? Заботиться о людях, благоустраивать их жизнь. А они тут же показали себя как грабители, как насильники. Поэтому мы знаем Божье Слово, что человек, всякая душа, да будет покорна высшим властям. И существующие власти от Бога установлены, так написано в послании к Римлянам. Поэтому мы любую власть, независимо от ее отношения к Богу, мы ее уважаем, мы за нее молимся, мы выражаем ей покорность, но в тех пределах, когда она сама действительно проявляет себя как ответственная власть, заботливая. Да? Вот. Он их обличил, он их назвал, кем они являются, за это собственно, он и был убит. Да, поэтому Христова формула – это формула на все времена. Кесарю кесарево, Божий Богу. То есть отдай власти, соблюдение законов, налоги, выполнение всех порядков установленных, честь, да, вот, не ругайся против власти, не выступай против, не бунтуй. Потому что если ты мятежник против родителей, против начальников, против власти имущих, значит, ты в конечном итоге мятежник против самого Бога. Такая, знаете, как бы иерархия такая цепочка. А Божий Бог, то есть а душу, веру, молитву отдай только самому Богу. Иерей Всеволод-Тюменский, здесь поднимается тема единства церкви, потому что он был тихоновец, как тогда говорили, презрительно говорили. На самом деле это вопрос о верности. Патриарх Тихон тогда был в гонениях, само его имя, оно практически уже означало, так сказать, оппозицию власти, хотя он не выступал открыто против власти. Поэтому тот священник, который был не обновленцем, а признавал патриарха Тихона, он как бы тоже оказался такой в опале определенной. Вот здесь как раз и надо сказать о верности, о том, что если ты принимал сам от руки патриарха, да, или от руки епископа. Это вот церковное начальство, да? Да, единство церкви. Единство церкви там, где есть единая глава, патриарха Тихона, когда избирали, как раз вот это апостольское правило 34, оно и было воспомянуто и осуществлено. Да.
И вообще принцип единоначалия, он действует везде, и в семье, и в школе, и в обществе. Следующая тема, касающаяся каждого, конечно, это семья. Кстати, семья происходит не от понятия «семь раз умножить на я», а от понятия «семя», то есть зерно, которое себя приносит жертву, давая новую жизнь. Вот она идея дачи. Священник Николай Доброумов с Усть-Куломского района, у него подвиг супружеского воздержания. Тоже стало потом, конечно, известно, он повторял тот подвиг святого праведного Иоанна Кронштадтского, и матушка его, конечно, понятно по-женски, она и унывала, и печалилась, но что Бог сочетал, того человека не разлучает. Поэтому все-таки она вот с ним разделяла тяготы его священнического служения, вот, и свою такую, так сказать, вынужденную бездетность. Тогда на 1000 браков у нас было еще 10-20 разводов, а прежде, до революции, и того меньше, 1, 2, 3. Сегодня на 1000 браков у нас порядка 600-700 разводов. Разве это не тема, чтобы поговорить вообще, а что такое верность, а что такое семья, а разве кому-то хорошо от того, что люди расходятся, ссорятся и потом попадают в новые, как сейчас говорят, отношения, разве не делают человека счастливым? Ну, на какое-то мгновение, может, дают удовольствие, естественно, ни измена, ни блуд, ни добрачество, ни сожительство не дают человеку настоящее счастье, только верность, любовь. Да, конечно, вечные ценности. Григорий Бронников в свое время из Усть-Сысольска, комфортного, все-таки столичный город, он переезжает в далекое Уторское село Сёль-Иб. Вот. На место отца. Его попросили. Отец был уважаемым священником, вот, и по его кончине односельчане попросили его это сделать. И разговор об отцовстве здесь вполне уместен. Вот, цитата из послания к Ефесянам о том, что всякое отечество на небесах и на земле происходит от Бога Отца. Когда мы помним Бога, значит, мы чтим и своих родителей, крестных, и учителей, и отцов города, и отцов командиров и так далее. Само слово патриотизм, оно происходит от понятия патер, отец, да, от отца всего сущего. Понятно. У отца Павла Малиновского было 13 детей. Вот. Мы знаем сегодня, что у нас рождаемость опять ниже смертности. Вот. И, конечно, не экономические причины тому виной, это смена системы ценностей. И по-настоящему эту проблему, даже лучше сказать не проблему, а правильно понять, вот, так сказать, отношение к семье, к деторождению можно только в контексте веры. Это изначально заповедь Божия: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Когда мы рождаем детей не для себя, не для своей старости, и даже не для общества, не для государства, тем более, понятно же, да? Когда мы рождаем детей как плоды любви, когда мы их рождаем для Бога, для служения Богу, для вечной жизни, для спасения, как продолжение, так сказать, радости своего супружества, ну, тогда уж как-то и сами споры о том, много или мало, неуместно. Да. Сколько сердце вмещает, столько... Пока Бог даст. Да. Об экономике, следующий наш блок, о материальных и духовных ценностях, благах. Тут мы вспоминаем двух монахов. Иеромонах Милетий в Ульяновском монастыре, он был экономом, то есть управлял хозяйством. Вот. В Евангелии очень много заповедей, очень много слов Христа, которые учат нас правильному отношению к деньгам. Деньги – это не зло, деньги – это средства жизни, поэтому они должны быть просто на своем месте. Если будешь к ним относиться так, ищите прежде Царство Божие и правды Его, то есть прежде всего правды и Бога, и все предложится вам. То есть все необходимо Господь подаст, потому что Он создатель и воздуха, и фруктов, и пищи, и вообще всего потребного нам. Хлеб наш насущный каждый. Ну, скоро, вот говорят, денег вообще не будет, да, будет цифра. Поэтому... Ну, фактически она сегодня уже она почти поэтому, так. я думаю, монахам будет легче. Будет натуральный, как говорится. Так и всякий человек должен учиться воздержанию. Не зря же у нас 200 дней в году – это посты, суммарно. Да? Потому что человек должен уметь воздерживаться, отказываться. Если человек дрожит и держится за деньги, то ведь из него можно веревки видеть. И можно управлять, манипулировать как хочешь, можно его заставить, он и от веры отречется, и семью продаст. Вот. И только человек, который понимает, что деньги – это действительно, вот это одно из средств в жизни, да, без которого, в принципе, да, и можно прожить при желании. Вот. И сколько у нас таких случаев в жизни святых, когда они открывали закрома, давали последние нуждающимся, а Господь восполнял это чудесным образом, как и сам сделал.
Но мы видим с вами, что доходы растут, а люди все жалуются, что мало, кредиты растут в 30 раз быстрее, чем доходы, и все равно. Шкафы от одежды ломятся. Да, и все равно мало. То есть идея должна быть не роста экономического, а воздержания. Да, а вот еще добавлю, вот я всегда поражалась, как наш преподобный Серафим Саровский говорил, что достаточно человеку одной ложки гречки, гречневой каши съедать, и в принципе он ну да, получает, я думаю, что можно достичь такого, всю витаминную там, и так далее порцию для организма. Но, конечно, нужно к этому быть готовым. Да. Разговор о милосердии, благотворительности, о проблеме бедности. Эта проблема все-таки связана сегодня не с какими-то государственными ошибками, а очень часто с поведением самих людей и с нашим отношением друг к другу, с нашим вниманием друг к другу. Не зря же появились эти центры микрозаймов, где дают деньги под 720-730% годовых. Вот. Это значит, что мы уже не так щедры, да, на помощь. Вот. Отец Иоанн Павловский из Ижевского Суленского района был награжден специально за дела благотворительности. То есть он занимался этим, он занимался помощью людям. Какой меры мерите, такой вам отмерится. И романах Платон Кольгов, тоже из Ульяновского монастыря, вот, захотелось, глядя на его житие, поговорить о проблеме прогресса. Сегодня все, особенно молодые люди, очарованы гаджетами, девайсами, да, вот именно очарованы. Виртуальной реальностью. Да. То есть чары, ну что такое чары, мы знаем, да, такое вот своеобразное волшебство, колдовство, то, чего на самом деле нет. То есть тебе кажется, что инновации сами по себе, вот штучки, они тебя сделают счастливым, это же тоже только средство. Если ты не научился общаться, тебе и телефон не научит общаться, он, наоборот, тебя еще разучит дополнительно. А если научился быть внимательным, заботливым, телефон тебе в этом поможет. Ну, то же самое касается и транспорта, и всех остальных направлений прогресса. И очень глубокая тема, тут, знаете, вот бесконечно. Можно и дискуссии проводить, и дебаты, и давать сочинения, исследовательские работы. Вот, по крайней мере, побуждать ребят об этом поговорить. Когда они будут сами говорить сами, то, по крайней мере, они задумаются, значит, уже станут думающими людьми. Это же ценно. Значит, уже ими нельзя так будет слепо управлять. Точно. Вот. Отца Николая Шумкова наказывали якобы за тунеядство, за неуплату налогов, неуполнение мясопоставок. Иногда, знаете, приходится сталкиваться с таким. Вот я еду в такси, водитель спрашивает, что вот вы ездите, что вы делаете? Вот вы просто так, что просто вот на свете существует. Ну, такой вот злобный попался человек. Я говорю, а вот у вас из магнитолы музыка играет. А вот что вот эти люди делают, которые музыку? Они же материально ничего не производят. Но вы же наслаждаетесь их музыкой. А я еду к умирающему больному человеку, его исповедовать, причащать, дать, открыть ему дорогу на небеса. И это не выдумка, не минутное душевное состояние, это реальность, в которую вы, может быть, не верите. Я говорю, как же можно говорить, что это не... Тогда и учительский труд, и труд художника, и всякого музыканта, так половину человеческих профессий можно выбросить, если так подходить, что дайте только живот набить и все. Об этом можно поговорить, о пище тленной, как Христос говорит, не заботьтесь о пище тленной, старайтесь о пище не тленной, а о причащении, о соединении с Богом. Приближаемся уже к концу, последний раздел. Вот о немощи и силе. Женщина не единственная, теперь уже не единственная в соборе Помощи святых, монахиня Елизавета Ирыгина. Такая твердость, благородство в ее ответе сквозит. Я думаю, что, глядя на нее, можно поговорить о мужественности и женственности. Особенно впереди у нас февральские, мартовские праздники. Смещение в головах идет, конечно, основательное. Почти в каждом классе при встрече, почти в каждой группе студенческой задают вопрос об однополых браках. Причем вслух, смело задают. Поэтому поговорить о том, что быть мужчиной, быть женщиной – это вообще-то дар Божий изначально. Да? Конечно. Да. То, что мы одинаковые по достоинству, но разные по своим способностям, это Бог так устроил для любви, для взаимного общения. А если такое есть, это просто отклонение. Это физическое отклонение, даже не физическое, а физическое, духовное, да. Ну, может быть, физическое оно и нет, оно именно психическое, потому что физически ребенок рождается или мальчик, или девочка. Конечно, хотя мы знаем с вами на Западе, что сейчас уже переделывают людей насильственно, да, что после каникул приезжает там, допустим, ну вот рассказывают люди, которые учатся там в школе, говорят, какая-то девочка меня в платье тянет за рукав, а это оказывается там Тим, с которым весной распрощались, он был мальчиком. Вот в сентябре он вернулся уже девочкой. В голову не вмещается. Но если мы всерьез не будем об этом думать и говорить, и изучать истину, то
нас Что там ведь идет даже на самом деле варварская операция. Там Да, же не да, просто так да. все. Вот это вот глумление над образом Божьим, да, глумление Да. над творением Божьим, оно, естественно, происходит от неверия. Мученик Ефимий Кочев из села Вильгард, вот он защищал храм. Он пострадал за то, что он делал все, чтобы храм сохранялся, существовал. Сегодня иногда люди небрежно к этому относятся, говорят, ну, можно и дома помолиться, я в душе верую достаточно. Но мы же, Храм – это дом Божий. когда школы перевели на дистанционное обучение, почему-то большинство людей все-таки хотели, чтобы она восстановилась и на школу. То есть важно прийти в школу, одеться, видеть учителя, слушать его. А неужели для общения с Богом это не важно? Ну, конечно, во много раз важнее. Да. Очень важно. Елькин, он уходил от веры, он увлекался революционными идеями. И даже с Лениным, говорят, лично виделся. А потом вернулся в церковь. Потому что Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Много сегодня учений различных, появляется мистических, оккультных и так далее. Но надо знать, что истина Божья, она стояла и будет стоять всегда. Она непоколебима. Вот если подытожить, это, конечно, призыв Христа, что будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. То есть не просто проживите в удовольствии, в комфорте, а стремитесь к совершенству во всех направлениях своей жизни, потому что Бог – источник нашего совершенства. Отец Максим, очень хорошая у вас презентация. Вот мне понравилось, как вы разделили на группы подвиг наших учеников. И действительно, вот такие вот хорошие идеи подали, как эти темы раскрыть. Потому что это на самом деле вот каждая тема, да, это есть, вот, как вы говорите, повод для дискуссии, повод для пересмотра каких-то своих жизненных уже установок, смыслов. Это вообще замечательно. Вот еще пару слайдов там, да, да? подытожим, да. Это вот наша современная церковная жизнь, тоже можно и о ней вкратце сказать. Многие наши дети иногда и не знают, и даже не представляют, что такое архипастырь, да? Вообще, кто такой священник, что он делает, что такое монастырь, что у нас в республике 7 монастырей. К нам гости приезжают, чтобы посетить наши монастыри. Что у нас больше 250 храмов, построенных не олигархами извне, а построены вот людьми простыми на своих плечах по копеечке. Да, священниками, которые вот положили на это свою жизнь. Да. И что, то есть то, о чем мы говорим, это не какая-то далекая история, которую мы просто вот архивируем, препарируем. Это жизнь. Это жизнь, причем жизнь с избытком. Господь говорит, я пришел дать жизнь, чтобы дать жизнь с избытком. Вот. И для нас всех большой вопрос, а дальше это что? Вот 20 век показал нам через гонение такой срез святости. 14-15 век – это наши святители. А мы с вами уже жители 21 века. А что принесет этот век? Какие аспекты святости? Они были разные. В разные времена было и старчество, и просветительство, и подвиги преподобных, и юродивые. То есть дух един, как сказано в Писании, а дары различные. То есть один и тот же дух, дух любви, дух жизни, дух Бога, он сообразно течению времени, сообразно обстоятельствам, он проявляет себя в людях по-разному, то, что нужно именно сейчас. Вот. И это, конечно, для нас вот вызов и такое задание, и призыв, чтобы мы осуществляли вот то, что нам Господь дал, свое откровение самого себя, чтобы мы осуществляли в жизни. Тоже, а разве это для ребят? Тут целый круглый стол проводи, пожалуйста, рассуждай. А вот кто он, святой 21 век? А блогер может стать святой? А программист? Ну, может быть, вот там лет через 200, допустим, в наших ситуациях появятся святые спортсмены, программисты, еще там новые специальности, СММщики, как сейчас говорят. Да? Вот. Пиарщики. Тема дискуссии. Еще предпоследний слайд я хотел, очень важный он. Вот в 2019 году в собор Помни Святых добавлено 23 имени. Вот по их поводу мы еще не успели пока подумать, написать. А уже есть на них жития, да? Да, жития есть. Здесь вот ссылочка, и наша национальная библиотека так потрудилась, собрала в одном месте. Информация-то была, но они очень аккуратно. То есть вот эта вот ссылочка, это на библиотеку, да? Да. И по каждому из них, то есть по каждому имени есть и фотографии, и какие-то артефакты с их мест, и живые воспоминания, и, естественно, и само жизнеописание, и строчки из протоколов допросов. И в каждого из них также, вот по примеру того, как сделали мы, или как-то по-другому, можно с помощью учителя, наставников вглядеться
и свой подход, свое эссе, свое... Ну, мы написали. Кто-то может сделать видеоролик, кто-то там слайд-шоу, кто-то стих, кто-то песню, кто-то там как-то еще это изобразить. Вот выразить это, выразить. Ну, вот я хочу сказать, что мы сейчас будем запускать документы по стефановским чтениям. У нас они будут посвящены в этом году столетию нашей республики и 625-летию со дня памяти преподобного Стефана Пермского. Да. И поэтому я думаю, что вот что-то вот из ваших предложений, очень интересное предложение, спасибо, здесь, Максим, мы как раз предусмотрим вот в наших этих стефановских чтениях, чтобы была такая большая, что ли, массовость, да, участия детей в разных формах прославления наших святых. Да, и я напоминаю нашим коллегам, что мы действительно вот эти все материалы будем размещать. Во-первых, они будут значит, в разделе видео-вебинары, видео-вебинары, и там будут размещены эти презентации. И кроме того, я их размещу на сайте, на нашем сайте, нет, не на сайте, а в разделе «Открытое образование», в разделе «Республиканские методические объединения», ОДНКНР, ОРКС. Вот там тоже будут размещены эти материалы, поэтому, уважаемые коллеги, обязательно вы ими воспользуетесь для вашей, я бы сказала, такой нелегкой педагогической работы. Итак, мы с вами рассмотрели только первый вопрос – духовный потенциал новомучеников для воспитания личностных качеств обучающихся. Ну, а дальше, я думаю, вот тоже с помощью отца Максима, да, может быть, где-то вы тоже меня будете дополнять, я попытаюсь дать информацию по двум другим вопросам. Это педагогический потенциал изучения жизненного подвига новомученика в рамках предметных областей ОРКС и ОДНКНР. Но этот вопрос частично, даже не частично, я бы сказала, 70% раскрыл уже отец Максим. Действительно, все это как раз вот было все в точку сделано. И обзор дидактических средств для проведения занятий во внеурочной деятельности. Но то, что сейчас у нас происходит с нашими детьми, конечно же, говорит о том, что в нашей стране национальные традиции образования являются основой педагогической системы и опираются на национальный идеал народа. Но вот национальный идеал народа, конечно же, в последнее время подвергается такому большому изменению. И вот этот вот потенциал, который мы сегодня с вами рассматриваем, потенциал именно вот собора Коми Святых, он может помочь нам с этой проблемой потери нашего национального идеала справиться. И вот мы с вами понимаем, что любой национальный идеал не связан ни с какой идеологией или проектом идеального общества, но всегда пронизывает историю развития народа, нации с самого начала ее генезиса и проявляется в лучших достижениях его культуры и нравственных началах. И он является сердцевиной цивилизационной идентичности и обладает свойством преемственности, так как иначе невозможно сохранение никакой формы идентичности. Новое всегда идет на смену старому, но при этом сохраняет в себе его ядро и отдельные элементы. Так реализуется принцип диалектического синтеза и обеспечивается передача социальных и культурных ценностей от поколения к поколению. Для русского народа национальным идеалом являлась всегда Святая Русь. Вот мы с вами видим такую картинку. Значит, рядом с Кремлем было огромное количество соборов. Сейчас уже в Кремле часть соборов восстановлена, слава богу, но до сих пор на наших кремлевских, значит, башнях, да, до сих пор еще красная звезда. Но я думаю, что это, конечно, со временем тоже как-то, наверное, изменится. Для русского народа национальный идеал – это всегда был идеал Святая Русь. И именно через православие жители Руси отделяли себя от остального мира, ощущали уникальность и самобытность своего народа. Поэтому не добрая старая Англия, не прекрасная Франция, не сладостная Италия, не превыше всего Германия, а святая. Поэтому наш народ всегда стремился к понятию и вот такому идеалу, как Святая Русь, к святости. Но современное же геополитическое состояние характеризуется противостоянием Запада и Европы, причем здесь речь идет не просто о конфликте цивилизаций, а о войне цивилизационных антагонистов.
Ну, и мы с вами знаем, что в 2021 году у нас пойдут парламентские выборы. И, конечно же, ничего такого судьбоносного от этого ждать не стоит, но все-таки мы знаем, что когда мы выбираем, когда у нас проходят выборы, то наш противник, геополитический противник, Соединенные Штаты, спецслужбы, глобалисты пытаются раздуть у нас ощущение какого-то ужаса, каких-то революционных настроений, чтобы взорвать наше российское общество. Глобалисты пытаются вообще покончить с независимой Россией и суверенной Россией. И, поверьте, направляются в Россию огромные деньги, миллиарды денег, которые идут на НКО, которые занимаются вот таким растлением нашей незрелой молодежи. Но то, что происходит и в семьях, мы знаем, что в этом году даже 11-летние пятиклассники выходили на эти несанкционированные митинги. Все это, конечно же, вот, приводит к таким удручающим последствиям. Вот, но мы знаем с вами наш опыт исторический, мы уже как бы это пережили, да, 17-й год, когда точно так же вышли и кричали «Свобода, свобода!», и этой свободой мы на самом деле были в состоянии военном, так скажем, да, где-то до 26-го года, да, закончилась гражданская война. То есть огромные потери, огромное количество людей погибло вот в такой вот разрухе, которой было вызваны эти революционные настроения среди нашего русского народа. Чуть-чуть, матушка, можно Да. реплику ставлю? То есть изначально Бог людям для развития дал путь эволюции. Вот что в райском саду это было, и для каждого человека вот путь личного духовного совершенствования и совершенствования окружающего мира – это путь эволюции. А первый эволюционер, по сути дела, это сатана, это дьявол, который людей подвиг на непослушание Богу, и поэтому любой вот этот революционный путь, он так или иначе коренится, явно или неявно, вот в тех силах. Это путь в никуда, на самом деле. Да, это путь разрушения. Да, и эволюционный путь – это самый такой приемлемый путь. И, в общем-то, сейчас ведь мы все понимаем, что действительно наша страна находится вот как бы на таком этапе смены формации, что ли, я бы сказала так. Об этом же говорят сейчас политологи и власти, потому что вот та существующая ситуация, разделение, так скажем, населения на бедных и богатых, оно для русского человека несправедливо, потому что одним из таких критериев, да, нашей жизни это всегда была справедливость. Мы ее всегда мы искали эту справедливость у царя, там, у Бога, но в данном случае, конечно же, по этому критерию мы сейчас понимаем, что в обществе существует ненормальность, да, ее надо решать, но не таким способом. И очень жалко, что как раз вот здесь вовлекаются молодежь, которая психологически незрела, которая психологически не может критическую дать оценку тому, что происходит. Вот. Ну и мы тут, наверное, опять же вспомним, да, заповеди, которые нам дает Спаситель, как руководство христианскому подвигу, потому что если мы собираемся что-то поменять в нашей жизни, да, то менять-то надо вот как раз по этим 9 заповедям блаженства, которые нам даны. И что именно эти заповеди и позволят как-то изменить мир, который окружает себя, мир внутри себя прежде всего. И только тогда мы можем получить что-то. Но если вообще говорить о духовных смыслах, да, то ведь помните, тоже нам говорили, что то, что произошло в 2017 году, это было тоже наказание Божие за наш отход от Бога. И кто сейчас из нас скажет вот в нашем обществе, что он с Богом? То есть процент таких людей, ну, уничтожен, по-моему, там 5 или 7%, которые действительно реально исповедуют ежедневно, там, ходят на исповедное причастие, которые живут церковной жизнью. А те, которые около церкви, да, может быть, их 70. Но они около, они же не церкви. Отсюда все проблемы. И когда говорят, что мы плохо живем, ну, во-первых, мы неплохо живем, потому что есть и пить, и жить, где есть. Вот. Но мы плохо живем, потому что нам бы хотелось большего, потому что мы этого заслужили. Кстати, эти все заповеди можно выразить одним словом. Это смирение. Смирение, то есть как осознание своего личного несовершенства и исправление себя, в первую очередь. Ну, тут, да, если вот можно найти источники каждого, смысла каждого вот этого
этой заповеди, да, и по этим заповедям уже есть у нас по ОРКС уроки такие, мы можем провести эти уроки, хотя там всего один урок выделяется. Конечно, это очень мало для того, чтобы такие заповеди изучить. Вот. Но это можно делать и в неурочной деятельности. Вот даже вот на примере вот тех же святых мучеников. То есть каждый из них, кстати, вот какой-то из этих заповедей, да, исполнял и хорошая идея. Да, исполнял и был как раз вот ее носителем, да, ее исповедником. Да, и тут я могу привести пример, конечно же, наших новомучеников нашего столетия, который буквально вот недавно почил 15 лет назад, архимандрит Иоанн Крестьянкин. И действительно его подвиг исповедничества, да, и мученичества, ну, во всяком случае исповедничества, поскольку он умер своей смертью, но то, что происходило с ним в застенках, когда его отправляли в Лефортово и издевался над ним его мучитель, его, значит, следователь, избивая, выколачивая на его руках все его кости, да, ломая его кости, а архимандрит Иоанн молился за него всю свою жизнь. Вот. Поэтому это вот как раз тоже вот то свидетельство того, как может человек прощать и любить своего ближнего, да, понимая, что это не он сам, не этот человек. Человек ведь образ Божий, да, не человек, а вот именно дьявол через него так действовал. Поэтому не его вина, как бы получается, хотя, конечно, сознательно он это совершал. Вот. И подвиг мученицы Татьяны Гримблинд, которая активно занималась благотворительной помощью заключенным священникам. И все свои средства, которые она зарабатывала, она отправляла священникам, которые находились в застенках или, значит, в тюрьмах или в ГУЛАГах. И действительно вот ее подвиг был в том, что она отреклась как бы от себя ради другого. То есть она полностью себя, всю свою жизнь, не имея ни семьи, а именно выполняя свой долг христианский, милосердие, трудилась и отдавала себя. То есть вот эти вот подвиги, они как раз говорят о том, что действительно в образовании, в нашем сейчас, нынешнем образовании, мы можем сказать, что происходят большие изменения. Вот если говорить о психологической незрелости, я сейчас еще вот вперед как бы немножко опять отойду. Вот в словаре Владимира Даля есть такое понятие «нравственный». И это понятие противопоставляется таким словам, как «своенравный» и «своевольный». А у Владимира Даля дается еще одно понятие «нравственный», такое как «самоотверженный». То есть как бы я сам себя самоотвергаю, да, ради другого. И вот эта вот самоотверженность, она как раз проявилась вот у мученицы Татьяны, исповедницы мученицы Татьяны. Ага, вот я как раз вот не вернусь еще. Современная ситуация в образовании на самом деле очень критическая. Вот то, что происходит сейчас у нас, почему молодежь, в общем-то, неуправляема. И я вчера как раз вернее, услышала, известный такой есть у нас обозреватель политический, Сергей Михеев, наверное, вы слышали его, он очень часто выступает на центральном телевидении. Обсуждался такой вопрос. Значит, помните суд Навального по поводу того, как он оскорбил старого этого участника военных действий, как бы мы еще назвали его слово. Вот. И вот как раз вот внук этого деда, которому уже 90 лет, глумился над ним. Внук деда этого. Это вот буквально события, которые произошли недавно, сейчас. Как он глумился? Он плюнул на него, а его друзья, которые были с ним рядом, помочились на него. То есть это было такое безобразие совершено буквально вот на днях. Там сейчас занимаются эти правоохранительные органы этой ситуации. Но что самое страшное, это то, что родители стали на защиту этого, значит, отпрыска, сказав, что, это еще ребенок, он не подумал, в общем, как бы его сейчас отмазывают, так скажем. Вот представляете, что происходит, до чего дошла ситуация в воспитании, в семье, в образовании, что могут произойти вот такие вот, просто кощунственные случаи. И здесь вот я как раз и хотела бы сказать про то, что где-то способствует то, что было сделано либералами у власти.
Это же уже 20 лет назад, когда мы только начали... Причем я хочу сказать, что даже большевики на это не посягнули. Большевики не ставили такую задачу искоренить нравственные ориентиры прежней системы. То есть нравственные ориентиры, они оставались, только они становились как бы без Бога, да? То есть они становились атеистическими. Но любовь к родине, любовь к ближнему, это все оставалось. То есть это не отрицалось, только объявлялись враги народа, и все. Что же сейчас делает образование? Сейчас, когда мы в 90-е годы началась перестройка в образовании, мы знаем, что это все было спровоцировано Америкой, соросовская система реформирования прошлась по нашему образованию. И вот тогда оставили в образовании только обучение. И уничтожили традиционную образовательную систему, рассматривающую образование как единый процесс обучения и воспитания. Вот сейчас, да, мы сейчас вновь возвращаемся к этому, но 20 лет это было все отделено. И еще такой тезис был запущен, это то, что система советского образования была тоталитарная. И она проявлялась в том, что была личная несвобода, такая дисциплина, да, и самым свободным от тоталитаризма, конечно же, является Запад, западный мир. Якобы. Да, поэтому его ценности стали нашим достоянием, достоянием наших детей. Но еще Константин Дмитриевич Чушинский говорил о том, что у каждой страны должна быть своя национальная система образования, которая строится на своем этом цивилизационном коде. И когда человека начинают перестраивать, то есть ломать его цивилизационный код, то происходит просто расчеловечивание личности, идет деградация личности. И в принципе, то, что произошло с нашим образованием, это как раз результат того, что либеральная, так скажем, смута сделала нашим образованием. Конечно же, попытка их увенчалась вместо воспитания обязанностей, уважения, дружбы, заботы, милосердия, наслаждалась воспитанием прав, толерантности, лидерства и потребительства. Но сейчас это то же самое. У нас есть дни, когда мы должны обязательно уроки толерантности провести. Еще там ряд таких уроков, которые вообще не соответствуют нашему идеалу и нашим ценностям. И результат, конечно же, пожалуйста, оказался угрожающим духовно-нравственной деградации и расчеловечивания личности. И можем вспомнить наших фашистов, да? Отто фон Бисмарк говорил: русских невозможно победить. Мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя. В общем-то, этим привитием лживых ценностей мы занимались в течение большого количества лет. Кстати, хотел бы предложить педагогам в качестве одной из активных форм работы, понятно, сейчас с детьми надо реализовывать именно такие формы работы, чтобы они сами делали. Допустим, дать ряд рекламных, допустим, счетов, каких-то роликов, чтобы они критически их проанализировали, чтобы они попытались увидеть, в них, почти в каждом из них присутствует оружие информационной войны. Навязывание тех или иных то чревоугодия, то этого сребролюбия. Если они на нескольких примерах научатся это видеть, то они уже совсем другими глазами будут реагировать на окружающих. Да, это как раз новая форма работы. Известно окна Авертона, когда действительно ложь и несуразица, она становится установкой, да, эти перевертыши, они приводят к тому, что меняется вообще человеческая установка. Мультик какой-нибудь, взять один мультик небольшой и критически с ними разобрать. И показать, смотрите, это что такое. Кстати, это же здесь, специалистами давно уже признано, что очень такой популярный мультфильм «Маша и Медведь». Это «Ядерная бомба». Да, «Ядерная бомба» – это страшный мультфильм. А родители вместе с детьми смотрят и смеются, а там, в общем-то, происходит расчеловечивание ребенка. Потому что если бы эта Маша, если эта девочка Маша реально побывала у этого Миши и так себя вела, то Маша была бы уже растерзана этим Мишей. С ней говорить ничего. То есть совершенно перевертыши, которые... А наша русская народная сказка, она как раз совершенно другая. То есть она как раз учила послушанию, смирению, не хитрости, а именно изобретательности, да, когда она
залезла в этот, как он назывался там, сундук, да, и накрыла себя пирожками, да, то есть это же надо придумать все это, додуматься. Но на самом деле это вот такие тоже хорошие педагогические приемы. Так вот, и мы, конечно, понимаем, что происходило, да, замена ценностных ориентиров, самоотвержение, да, самоутверждение, самость очень много сейчас вот в установках, которые мы пишем как цели и задачи. Молодежь не ведает таких благодатных мотивов, как долг, служение, призвание, даже не понимает, что это такое. Да, сейчас изменения произошли в ситуации образования, принятый проект закона о внесении изменений в федеральный закон об образовании Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся. Но опять же, значит, российская общественность, именно родительская общественность подвергает это нововведение критике, поскольку этот закон является гибким каркасом, на которые при желании можно навешать множество деструктивных установок и антиценностей, встраиваемых в сознание школьников. И вот что предлагают общественники, да? Они предлагают исключить возможность каждой школы самостоятельно выбирать свою программу воспитания. Она должна быть единой по ценностям, по ориентирам, по направлениям. Вот. А уже примерно, то есть должна быть примерная такая создана, примерная программа «Единое воспитание», рекомендованная Минпросветом и одобрена просемейными, патриотическими и родительскими общественными организациями. И при создании своих методических планов школы не должны школы отклоняться от основных тезисов единой программы воспитания. Раньше была у нас единая программа воспитания, я имею в виду Советский Союз. Мы знали, кого мы воспитываем, какими методами, какими средствами. Да, были там разные формы, были там какие-то, может быть, нюансы такие, которые связаны с региональными компонентами. У нас был региональный компонент. Но то, что сейчас полный плюрализм, отсюда и Хэллоуины, отсюда и явления, которые в Екатеринбурге, ельцинские центры, которые просто уже... Все патриоты по этому поводу высказывались и говорили, что это невозможно такое терпеть, потому что там нет, там, оказывается, история России начинается с перестройки и связана именно с именем Ельцина. Вот отсюда начинается история России. В общем, это абракадабра, которая действительно уживается непонятно как в нашей российской действительности, она должна быть изменена коренным образом. Итак, ну и, конечно же, вот если говорить об установках, которые мы даем детям вот этими новыми программами, которые нам предлагают изучать, ну вот знаете, Герман Греф сейчас, чему только он сейчас не учит наших детей, вот, тому, чтобы даже это финансовая грамотность, потому что даже сейчас они уже иметь должны у нас свои карточки, вот, и, значит, тратить деньги неизвестно куда. Ну, в общем, понятно, что это все связано с такой позицией, которую мы называем эгоцентризм молодежи. И вот как раз о ложности вот этой эгоцентрической мотивации предупреждает вся наша святоотеческая литература. И вот мы только что говорили о житии наших мучеников. И, конечно же, мы понимаем, что это связано как раз вот с этой агрессией, которая идет в отношении России, чтобы изменить такую вот нашу национальную идентичность. Так вот, ученые, научное объяснение можно найти у ученого, такой труд у него есть о доминанте Алексея Алексеевича Ухтомского. Это известный ученый, физиолог. Он говорил о том, что зрелая человеческая мотивация имеет просоциальную направленность, в то время как эгоцентрическая мотивация свидетельствует об искаженном варианте личностного развития человека. Наличие у человека выраженного эгоцентризма является сильным препятствием к выстраиванию полноценных и длительных отношений с другими людьми. Мало того, она приводит и к заболеваниям. То есть если человек ориентирован только на себя и не видит другого, то это приводит и к психосоматическим заболеваниям. И, конечно же, если у него не выстраивается какая-то вот просоциальная деятельность, то у него появляются всякие фобии, и человек начинает просто разрушаться. Вот. И мы знаем, что у нас в нашей, опять же, святоотеческой литературе
есть путь любви как преодоление эго-доминанты, и он имеет духовную основу. Он требует не только доброй воли самого человека, но и духовной помощи. Преподобный Ефрем Сирин, обозначая перед человечеством этот путь, как «выжми себя», указывал и средства «выжми себя покаянием». Путь этот видится путем духовного возрастания человека, вершиной которого является предстояние и ответственность перед Богом. Христоцентричное сознание, как показывает опыт истории христианства, не отрывает человека от других людей, а наоборот сближает с ним. И замечательной иллюстрацией здесь является известное наставление преподобного Аввы Дорофея, христианского подвижника VI-VII века. Вот здесь мы видим с вами окружность. Это мир людей. Это окружность – это мир людей. А радиусы этой окружности – это миры отдельных людей. И центр круга – это Бог. Вот этот центр круга – это Бог. И чем ближе каждый человек к Богу, тем ближе он и к другим людям. То есть, видите, они здесь как бы сомкнулись, да, эти люди, ближе друг к другу стали. И когда человек преодолевает, чем дальше от Бога, то есть обратную сторону путь, да, тем дальше люди друг от друга. И когда человек преодолевает вот эту эго-доминанту, то есть он идет все-таки к Богу, да, то стремится к Богу, он одновременно и сближается с другими людьми. А чем дальше он от Бога, тем дальше от других людей. Вот поэтому здесь как раз вот эта проблема нравственного идеала, искажения жизненных ценностей и смыслов может решаться вот таким святоотеческим наставлением, путем. Проблема нравственного идеала, мы ее можем, конечно же, решить вот с помощью тех уже средств, которые мы сегодня с вами обсудили, да, житиями наших новомучеников, их подвигом, введением предмета ОРКС, модуля «Основы православной культуры», ОДНКНР как продолжение модуля «Основы православной культуры» в систему образования на основе ценностно-антропологического подхода. И можем еще через реализацию программ по духовно-нравственному воспитанию во внеурочной деятельности. Наши учителя очень творческие, очень интересным таким подходом, и очень многие, это показывает конкурс нравственного подвига учителя, очень многие занимаются как раз вот этим таким, я бы сказала, ценностно-антропологическим подходом в своих воспитательных средствах, воспитательных путях. И могут многие продемонстрировать, как это они делают, и очень такое богатое содержание. Но сегодня вот мы бы хотели, да, я сейчас закончу еще, да, вот, мы хотели бы вам сегодня дать еще такой обзор дидактических средств для проведения занятий по внеурочной деятельности и сказать о том, что есть методические рекомендации по освящению подвига новомучеников исповедников Церкви Русской. Это издание было сделано нашей Русской Православной Церковью в 2016 году. И есть наш методический сборник с нашим региональным компонентом, который сделала Нина Михайловна Мищенко. Эти рекомендации носят, эти рекомендации методические носят тоже рекомендательный характер и могут подвергаться коррективам в связи с региональными особенностями их реализации. Можно ввести в ОДНКНР, предметную область, такой модуль, как новомученики и исповедники. И вот этот модуль он предлагает. В целом, да. Святые коми земли. Святые коми земли, да. Ну, он предлагается вот в этом сборнике, можно посмотреть и, опять же, подойти к нему творчески. Ну и, в общем-то, вот все это, конечно же, позволит нам решить ряд таких воспитательных задач, чтобы наших детей как-то сподвинуть на такую вот уже, так скажем, цивилизационную установку, да, жизнедеятельности, которая отвечает нашим русским нормативам, нашей такой национальной русской идентичности. Так, ну и мы тогда сейчас посмотрим наш методический сборник, который сделала Нина Михайловна Мищенко. Этот сборник тоже будет на сайте, можно будет им воспользоваться. А мы посмотрим, что здесь в этом сборнике мы можем увидеть. Ну вот, во-первых, его, значит, оглавление.
Здесь еще даны жизнеописания не всех наших святых, только некоторых. Значит, учебно-метрическое обеспечение дается, пример построения занятия, примеры художественных произведений для иллюстрации использования занятий, тексты художественных произведений новомучеников в коме земле просиявших, викторина по изучению новомучеников в коме края просиявших, ну и ответы на вопросы викторины. То есть вот в этом сборнике можно это все найти. Я его сейчас просто пролистаю, чтобы вы увидели, что действительно вот здесь вот предлагается даже тематическое содержание, кто будет писать рабочую программу. Вот ее можно, конечно же, расширять. Дается краткое описание жизнедеятельности наших новомучеников. А более полное можно найти по ссылке, которую отец Максим нам здесь уже предлагал. Так, вот эти жития действительно. Какие источники использованы, можно будет посмотреть и тоже найти их. Электронные ресурсы. Список источников по новомученикам в коме земле просиявшим. Так, пример построения занятия. Ну, я думаю, что наши учителя очень опытные, и пример построения занятий для них это не какое-то новшество. Вы можете с этим ознакомиться, внести свои какие-то коррективы, изменения. Вот. И здесь вот как раз вот один из таких вот вариантов проведения занятия у карты Республики Коми. Где, в каких местах были ГУЛАГи. Вот здесь как раз описание этих, размещение этих ГУЛАГов по карте республики. Значит, приложение этого описания. Места служения и гибели новомучеников в Коми крае. Вот. И вот эти, значит, опять же, те новомученики и их места, где они были в ГУЛАГах и где они приняли мученическую смерть. Примеры художественных произведений. Здесь тоже очень такие интересные, которые можно использовать на уроках. Я просто пролистаю, чтобы вы сами уже познакомились с ними подробнее. Так. Вот. Ну и вот викторина уже с нашими новомучениками на основе, значит, житий, поставленной Ниной Михайловной. Здесь вот подробно описаны вопросы, на которые должны будут ответить учащиеся. Вот. И размещены, как мы уже говорили, ответы. Ну и тут идет такая иллюстративная еще характеристика по вопросу по викторине. Вот они, ответы здесь размещены. Вот такое дидактическое средство, которое можно использовать при освещении этой темы. Таким образом, мы с вами проанализировали те дидактические средства, которые на данный момент вот мы вам представляем. Конечно же, если поискать в интернете, я думаю, можно найти и разработки уроков по новомученикам. И я хочу сказать, что у нас есть хорошие уроки. Вот мы демонстрировали вам уже с нашими педагогами, преподавателями ОРГСЭ, ДНКНР программу «Земля родная», где там тоже есть разработки уроков по нашим святым в коме земле просиявшим. Этот собор наших святых, начиная с Стефана Пермского. Есть тоже разработки уроков в этой программе предложенные. И я хочу сказать, что они также размещены у нас на нашем сайте РМО и ОДНКНР ОРГСЭ. Так. Ну и все, наверное, да? Да, таким образом мы осветили все 3 вопроса, которые планировались на нашем вебинаре. И если есть какие-то вопросы, но пока вот я сейчас вопросов здесь не вижу по почте. Да, я очень тоже благодарю вас, но, может быть, отец Максим еще, может, да, что-то скажет нам в заключении. Да, я хотел, во-первых, благодарить Александра за приглашение, за возможность поучаствовать. Эта тема для меня очень важная.
И хотел пожелать вам, дорогие педагоги, с благодарностью за ваше участие, хотел пожелать, чтобы вы прониклись сами, прониклись важностью. Может быть, пока не сразу получается донести до других, но вот читайте, погружайтесь, читайте творения наших новомучеников, в них живое, благодатное Божье Слово, и тогда вы поймете одну истину, о которой как-то сказал наш владыка. Знаете, он сказал как будто бы вскользь, но настолько она важна, уже прошло большое время, я вновь и вновь ему к ним возвращаюсь. Он говорит, а ведь мы живем благодаря их жертве. Я вот все со временем понимаю, что да, и победа в войне была Богом дарована нам благодаря их жертве, да, что были люди, которые отстаивали веру. И то, что у нас сегодня такое, вот в плане веры, знаете, много возможностей, что у нас открыты храмы, что у нас издаются книги, что у нас в системе образования есть возможность для приобщения к православной вере. Вот благодаря тому, что вот такой сон, такое облако свидетелей, да, исповедников веры, но что я хочу сказать? Это прекрасно, да, это нам дар, но дар – это всегда ответственность. Это дар, это шанс. То есть Бог нам дает шанс. Хотя наш народ уже очень много нагрешил. И в XIX веке, и в XX веке, и ныне против Бога. Но Господь, вот Он терпит, благодаря молитвам святых, Он терпит и дает нам шанс, дает нам возможность покаяться, исправиться, стать Его верными чадами, Его детьми. Вот. И поэтому пусть никто не думает, что от меня мало что зависит, что один в поле не воин. Жизнь каждого человека, вера каждого человека, она меняет целый мир. Она меняет тысячи людей вокруг него, особенно если это учитель. Нам много дано, дорогие друзья. Вам, как учителям, педагогам, много дано. Как вы скажете, даже если это несколько слов, сказанные как будто мимоходом, но вам много дано, по Божьему слову, значит, с вас много и спросится. По вере нашей это будет нам. Да. И я тоже от имени коллег вот благодарю вас, отец Максим, что вот вы отвлекаетесь, приходите к нам, наставляете нас. Очень было интересно. Вот мне показалось, что сегодня вот настолько ваша презентация и ваше вот предъявление этого подвига новомучеников, оно как бы вот как раз вот, мне кажется, открыло, вот, наверное, коллеги согласятся, открыло вот такую, ну что ли, веер творческих идей. То есть как можно, да, и что можно вот не ленясь, а именно отдавая себя ученикам, показать, что такое настоящая жизнь, да, настоящий смысл жизни. Да. А не то, что вот нам предлагает, не хотелось бы называть, Навального и так далее, с ним всю эту братью. Поэтому все в наших руках действительно. Да. Но тут надо, правда, подчеркнуть, что чтобы это не выглядело в глазах учеников, тем более их родителей, вот как какая-то судорожная реакция на митинги и так далее, как какое-то симптоматическое средство. Мы говорим о вечных истинах, о вечных. Они актуальны были 1000 лет назад. Мы службу служим Иоанна Златоустова, да, который уже 1700 лет назад жил и так далее. Это вечные вещи. Вечные. Но в каждой эпохе, понятно, те или иные процессы, они придают им особую остроту, особую актуальность. Но мы говорим о вечных ценностях. Поэтому мы спокойны, поэтому уверены, потому что Иисус Христос вчера и во веки, и сегодня, и завтра тоже. Да, и если еще 10 праздников останется на нашей земле, то Господь нас еще помилует. А если мы будем опускать свои крылышки и говорить, что ну нет, от меня ничего не зависит, то тогда... От каждого из нас зависит. Да, тогда произойдет то, что произойдет, катастрофа. Благодарим всех. Благодарим всех, да. Спасибо. Господь да будет с вами, Спасибо. Божье благословение да будет с вами, ваших благородных, святых, праведных, очень нужных всем нам учительских трудах. Не зря же сказано, что страной управляет рука, качающая колыбель. Ну, мы добавим, да, и учащая школьников. Спасибо. С Богом.